Сегодня я расскажу про хищных птиц. Они у нас подразделяются на дневные хищные и ночные, да? Ну, ночные, это понятно, это совы, а дневные хищные это соколообразные. Их три семейства у нас. Это скопиные, к которым относится только одна скопа. Истребиные 13 видов у нас и 6 видов соколов. Вот. И хотелось бы отметить, что они являются хищными, и поэтому на вершине пирамиды численность их, конечно, меньше, чем других видов птиц. И еще хотелось бы отметить, что численность их подвержена определенным тоже скачкам, вот, то понижение, то снижение. Но в 60-е, 70-е годы повсеместно наблюдалось общее сокращение численности хищных птиц. Дело в том, что хищные птицы были отнесены к рангу вредных и, естественно, даже премировали их добычу, давали определенные планы, и это отразилось на численность многих видов птиц. Кроме этого, использование ядохимикатов, например, ДТТ, повлияло на численность сапсана. Ну, непосредственно сам сапсан не погибал, но яйца, которые они насиживали, естественно, от воздействия ДТТ были довольно скорлупа мягкая, и птицы просто задавливали, да, когда насиживали. Вот это было доказано, и в последние годы, после того, как запрещен был этот ядохимикат, ДТТ, начинается некоторое восстановление сапсана. Мы мониторинговые работы проводим по этому виду 2014 года по средней линии. Здесь в 50-х, 58-м, 59-х годах работал у нас известный зоолог наш Егоров, и по его данным получалось, что в отдельных местах вид гнездился через каждые 4-6 километров, да. Но сейчас появились участки, где гнездовья встречаются примерно через 7-9 километров. Так что численность этого вида потихоньку восстанавливается. В 90-е годы прошлого столетия в средней длине работали наши орнитологи Ларионов Геннадий Прокопьевич и Борисов Захар Захарович. И они отмечали, что численность вида сапсана сокращается, и они сохранились только в устьевой части рек, где скалы. Вот. К сожалению, те популяции, те гнездовья,
где были возле Якутска, еще пока не восстановились. Вот. Здесь Ларионов Прокопий Дмитриевич проводил наблюдение. Встречались гнездовья возле Владимировки, Кулагина и по всей долине Туймады. Именно на террасах. И это самое. Лет 15 уже проводится исследование по гнездовьям беркута, орла беркута, который для Хангаласского района считается тотемным видом, да, и работы проводились в основном в Хангаласском районе. Здесь помогали нам учителя, энтузиасты, Наговицын Прокопий Романович и Федотов Петр Савич. Это Войская школа и Актемская школа. Они ежегодно проводят поиски гнезд, проводят не только поиски, и установление гнездований. И, естественно, здесь у нас где-то примерно обнаружено около 20 гнезд, в которых гнездились, ну, в 5-6 гнездах были жилые, да. По беркуту, конечно, можно очень много рассказать. Были годы, когда численность ее вообще в средней линии была очень низкой. Она в начале прошлого века считалась обычным видом, а в 90-е годы практически в средней линии она исчезла. И вот после 2000-х начала потихоньку восстанавливаться. Этот вид верхояние, когда обилие зайцев, считается типичным зайцеедом. Значит, питается только зайцем. И в отдельные годы даже зимует. Мы проводили исследования в долине Дулгалах, это приток Яны, да. Там были участки, где гнезда встречались через каждые 5 километров. И в них от 2 до 3 птенцов было, которые практически в основном все вылетали. Дело в том, что в отдельные годы, когда численность зайца низкая, отмечается каннибализм. Это естественно, это естественный отбор. Вот. Мы одно время сопровождали группу BBC, которые снимали у нас документальный фильм «В стране бурого медведя». К сожалению, этот фильм показывает только небольшими кусками, показывали в мире животных, вот. А полностью этот фильм просто из-за финансовых там не были закуплены российскими нашими каналами. Здесь приезжали группа, где был один оператор, известный оператор,
который входил в десятку лучших операторов мира. Я немножко хотела рассказать, как он снимал вот, беркутов на гнездовье. Мы нашли несколько гнезд тогда. Он выбрал одно, которое довольно удобное, сверху можно было снимать. Вот. И один раз мы его оставили там на несколько дней в коротке, чтобы он снимал беркута. Вот. Навещали время от времени его. И один раз, когда пришел навещать его, он радостный такой, вообще скатился сверху и начал мне объяснять. Оказывается, он заснял каннибализм, когда один птенец заклевал второго. И потом выяснилось, что таких кадров ранее не было. Поэтому он такой был радостный, довольный. Вот. Про него еще бы немножко хотелось рассказать начинающим или вообще, которые занимаются фотографированием или снимают небольшие фильмы людям, операторам. Вот. Он снимал, кроме беркута, еще многих других птиц, но в том числе снимал такование каменного глухаря. У нас там было таковище, где я работал определенное время с ребятами. Вот на этом таковище он один раз снимал в самом разгаре тока, когда были самки. С утра до вечера он сидел там в коротке. И приходит, мы его спрашиваем, сколько ты снял? Думали, он там много снял. Он сказал, 1 минуту. Я так удивился. А потом он сказал, я заснял тот момент, когда в глазах такующего каменного глухаря был виден восход солнца. Вот такие люди, фанатики. Вообще он, когда снимал, вообще не шевелился, сидел упорно. И главное, он знал, что снимал. Мы бы, например, за час, за два все это сняли, таковище, и ушли, а он несколько дней там пробыл. Вот. Снимал прилет птиц, снимал, как такуют птицы, как скрещиваются и тому подобное. Ну, насчет количества, конечно, мы работали только в центральной части Якутии. Это судить можно только по найденным гнездам. Вот. Например, в Хангаласском улусе вот, где-то ежегодно 5-6 жилых гнезд бывает. Вот. Ну, конечно, это надо искать. Тут местное население очень помогает. Она прилетает довольно рано, в марте. В апреле уже в середине начинает гнездоваться. Вот. В августе уже птенцы вылетают. Вот. Поэтому ее увидеть, конечно, довольно трудно. Во время охоты можно увидеть на высоте. Вот. Только знающий человек может определить. Хотя размеры его большие, размах крыльев 2 метров и более бывает. Вот. Тут возле Якутска даже находили. Возле Кильдямцев у нас геологи
в 2015 году нашли, нам сказали, мы это гнездо в течение нескольких лет смотрели, потом они еще переместились. Дело в том, что время от времени из-за загромождений гнезда очень большие бывают иногда. С каждым годом они обновляются. Например, мы в Верхояне видели гнезда высотой 3 и более метров, широкие такие. А Чукотки, один наш магаданский коллега, описал гнездо высотой 6 метров. Вот так. Большие гнезда у орланов, они у нас самые большие хищные, да, птицы. Вот, они достигают, ну, размах крыльев около 2,5 метров. Вот. И я сам лично, тогда молодой, в Среднеколымске, поднимался на гнездо и стоял на этом гнезде, собирал там остатки трапезы. Вот так даже удерживает человека. Но все равно со временем, особенно те, которые на деревьях, падают. Вот возле Якутска такое случилось. Со временем она упала. Ну, надеемся, что птица еще нашло где-то место, пока в этом году мы ее не нашли. Вот. Эн кырасылжаңын кенелер уяларын тыыппы дебеккен. Үөһэ тойон ити тойон кыылыйа кыыппыды. Очақ туыстар кыһына хаттыгы сиеттиги дир боллаҕати. Кырдьыгайы кыылай бит. Исследователь Потапов Евгений, который, он русский американец, да, который исследует птиц, в том числе и мифология птиц. Мы с ним совместную, Никита Гаврилович Соломонов, там по Беркуту тоже готовили статью. И здесь оказалось, что поверье вот, у якутов, у северных народов вот, к этому виду особое, потому что считается она проводником между верхним и средним миром. Вот. Считается царем всех птиц. Вот. Но даже вот мне приходилось их держать, да, когда организовывали зоопарк, там месяц на передержку давалось время, да, чтобы птицы привыкли к человеку, да. И тут был такой момент, когда в вольере когда ее чистили, я просто передвигал эту птицу, сзади подходил. А тут один раз свежая кровь, это крысу принесли. Вот. Я убил и сразу дал, да. И увидел, какая сила у этой птицы. Она буквально на моих глазах крысу просто порвала. Вот.
Вот какие сильные лапы, удивительной силы. Вот. И кроме этого, вот, про оператора рассказывал, да? Его звали Мартин Хью, вот он снимал. Он мне рассказал такое, что он много глаз видел разных хищных животных. Он снимал там белого медведя, там крокодилов, тигров, тому подобное, да. А вот, говорит, когда я увидел в объективе глаз орла, мне стало не по себе. Говорит, человек, который не боялся ничего, говорит, не по себе, и я испугался. Говорит. Вот такой глаз, конечно, специфичный. Она для нее, как говорится, своего рода окуляр, который видеть издалека, да, вот. За несколько километров могут они дичь увидеть, и поэтому у них устройство зрачков другое, тому подобное. Вот. Поэтому, может быть, некоторые, когда видят эту птицу с близкое расстояние, вот именно глаза тоже могут показать, что они очень тойонские, как говорится, да. Вот. И все северные народности почитают этот вид. И когда вот, мне Евгений рассказывал, да, Потапов, когда шаманы камлают, да, и непосредственно обращаются к этой птице, вот, и они возносятся вверх. Вот поэтому, наверное, и уважение к этому виду. Вот. Ну и она крупная и удивительный охотник, очень хороший охотник. Вот. Поэтому уважение к этой птице, наверное, есть у многих народностей.